За завданням університетської клініки Шаріте в Берліні лабораторія Бундесверу провела токсикологічні дослідження аналізів Олексія Навального. Так, фахівці однозначно виявили сліди застосування нервово-паралітичної бойової речовини з групи «Новачок». Олексій Навальний був доставлений на лікування в Берлін з ознаками отруєння 22 серпня. Те, що Олексій Навальний став в Росії жертвою атаки хімічними бойовими речовинами – шокуюча подія. Федеральний уряд Німеччини засуджує цей напад найсуворішим чином. Министерство иностранных дел Украины также сделало заявление относительно обнародованных правительством ФРГ результатов анализа проб, взятых у Алексея Навального, свидетельствующих о наличии в них вещества из группы «Новичок». Давайте послушаем цитату нашего ведомства. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком. Что произошло с Навальным? У нас есть два источника информации. Первое – это российские врачи, которые сказали о том, что это было нарушение обмена веществ и панкреатит. А второе, которому, я думаю, что все международное сообщество, в том числе Украина, доверяет намного больше, есть информация, которая действительно ужасает. Потому что эта информация говорит о том, что действительно был человек отравлен, что это, очевидно, политическое отравление. Причем это отравление, которое произошло не без участия государства. Именно поэтому и Ангела Меркель, и ключевые лидеры европейских стран, Европейского Союза и Америки, ну тот же Джо Байден, о котором мы уже говорили, говорят о том, что это сегодня в результате этих исследований и найденного материала из группы «Новичок», этого отравления, но, очевидно, стоит вопрос и претензии к Российской Федерации, которая должна сделать моментально какие-то заявления. А кто, зачем, кому это выгодно отравить Навального? Давайте еще один момент. Почему это произошло не без участия российского государства? Потому что таким химическим веществом обладает исключительно государство. Оно не может принадлежать там какому-то частному лицу. Такие вещи хранятся в специальных лабораториях Российской Федерации. Ну, то есть государства. Соответственно, если была санкция изъять какую-то часть этого вещества для того, чтобы привезти в Сибирь и тем или другим способом отравить конкретного человека, то есть Навального Алексея, это значит, что было поставлено кем-то из государства Российской Федерации такая задача. Ну, по крайней мере, это очень четкое понимание, исходя из того, что найдено. Но это та же история с Скрипалями. Вот. Поэтому возникает вопрос, что происходит в государстве России. Это была постановка задачи от президента Российской Федерации. Это была постановка задачи от какой-то группы влияния, которая находится в системе государственной власти в России. И вопрос для чего? Для того, чтобы выбивать из-под контроля российского президента часть управления ситуацией и страной в самой стране, либо же это какая-то пошаговка, которая должна привести к чему-то или в Российской Федерации, либо же в международных отношениях, либо же банально отвлечь внимание от тех событий, которые происходят в Беларуси.